Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем уроке русского языка мы с вами поговорим о звуках и буквах. Давайте вспомним. Звуки мы слышим и произносим, а буквы пишем и видим. Это мы хорошо знаем. В русском языке отличают гласные и согласные буквы, которые обозначают звуки. Как мы уже сказали, в русском языке есть гласные звуки. Давайте посмотрим на основные из них. Это у нас А, О, У, И, И. Помимо этого, гласные звуки обозначают твердость и мягкость согласного. Обратите внимание. Также есть буквы, которые обозначают два звука. Это у нас буквы Е, Ё, Ю, Я. Будьте внимательны. Далее мы видим согласные звуки русского языка. Они делятся на звонкие, глухие, твердые и мягкие. К тому же есть всегда твердые и всегда мягкие. Помимо этого, согласные звуки имеют свои пары. Обратите внимание и запоминайте. Давайте вспомним, чем же отличаются звуки от букв. Звуки мы правильно слышим и произносим, а буквы мы пишем и видим. Молодцы! Далее я подготовила для вас задание. Подготовьте тетради, работаем все аккуратно и красиво. Задание первое. Вставь пропущенные буквы в алфавите. То есть в данном задании вы вместо вопросительных знаков должны записать пропущенные буквы. Пишем буквы строчные. Задание второе. Найдите гласные буквы. Из следующего ряда букв вы должны записать только гласные. Будьте очень внимательны. Задание номер 3. Вы должны найти пару слов, которые отличаются одним звуком друг от друга. Внимательно прочитайте слова и приступайте к работе. Задание номер 4. Укажите количество букв и звуков в следующих словах. Кот, тень, луна, весна. Не забывайте, что звуки мы пишем в квадратных скобках. И давайте повторим, какие же звуки мы сегодня с вами обсуждали. Какие звуки мы называем гласными, какие согласными. Далее для вас самостоятельная работа. Вы должны списать следующий текст в тетради. Зима ушла. Солнышко начало греть землю. Весело зажурчали ручьи. Запели птицы на ветвях. Наступила весна. Этот текст, как вы уже догадались, о весне, о самом ожидаемом времени года всеми нами. Да, ребята? Молодцы! И напоследок, ответьте для себя на следующий вопрос. Зачем нам нужно знать про звуки и буквы? Жду ответы в ваших работах.